Человек заразились коронавирусом за минувшие сутки и принимаемых мерах против распространения инфекции. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Какова эпидобстановка в республике на сегодняшний день? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции остается напряженной. За сутки в республике с диагнозом ковид в медицинские учреждения госпитализировано 123 человека с небольшим повышением относительно дня накануне. Всего за сутки по данным Управления Роспотребнадзора в целом по республике выявлено 3314 случаев инфицированных коронавирусной инфекцией граждан. Днем ранее было зафиксировано 3211 заболевших. Необходимо обратить внимание на определенного рода снижение темпов увеличения количества заболевших в городе Якутске и, соответственно, увеличение количества и темпов заражения в районах республики. Все оперативные штабы районов, так же как и учреждения здравоохранения, работают в режиме повышенной опасности. Готовности, прошу прощения. Растет количество выздоровевших на территории республики. За сутки у нас выздоровело 1521 человек, и накануне это составляло 1233 человека. Но на настоящий момент необходимо обратить внимание, что проблемы, которые возникали у нас прежде всего в Увино-Бытантайском улусе, они, соответственно, купированы. Выехала бригада Минздрава Республики Увино-Бытантай для разрешения ситуации. Контролируется также ситуация в Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Намском улусах, Чурапчинском, там, где появляются новые случаи заболевших относительно того количества, которое было днями ранее. Необходимо обратить внимание, что увеличилось число заболевших в Тампонском улусе. Также принимается ряд мер для того, чтобы непосредственно произвести как можно большее количество тестирований и, соответственно, выявление заболевших наиболее ранее для того, чтобы у нас в последующем граждане не тяжелели дома. Необходимо обратить внимание, что выездные дополнительные амбулаторные пункты открыты в городе Якутске. Это уже известный «Триумф», а в Мирнинском районе в городе Мирном на базе спортивного комплекса ДЮСШ и в Мегино-Кангаласском улусе на базе врачебных амбулаторий в двух населенных пунктах. В целях того, чтобы непосредственно не создавать очереди в поликлиниках и как можно быстрее протестировать и, соответственно, выявить заболевших, кроме выездов врачей в районах республики начинают расширяться дополнительно амбулаторные центры. На настоящий момент необходимо обратить внимание на вакцинацию, которая проходит у нас в республике. И в целом, говоря о вакцинации, мы постоянно говорим о вакцинации первым компонентом, тогда как сегодня уже необходимо обратить внимание на темпы и на необходимость ревакцинации, начала вакцинации 2022 года, с учетом того, что рекомендуемое действие вакцины имеет 6-месячный срок. Сегодня ревакцинировано 127 322 человека. Это 62% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации. Особое внимание, я прошу обратить внимание родителей, что перевод детей на дистанционное образование, он направлен на разделение скученности и предотвращение заражений среди больших групп детей. Поэтому прошу, внимание обратить на то, чтобы дети не посещали общественные места. За сутки из всех заразившихся, соответственно, 21 ребенок. В целом по республике около 30% больных в стационарах – это у нас дети. Сегодня медицинские учреждения работают в режиме повышенной готовности. Основные лица, которые у нас находятся и в тяжелом состоянии, и направляются в стационары, это большая группа больных, которые имеют диализные заболевания. И, соответственно, это дети, а также наши пожилые граждане. Поэтому еще раз обращаю внимание на необходимость, соответственно, соблюдения мер безопасности, в том числе и в семье, и в коллективах, относительно этих групп граждан. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, я обращаюсь и к руководителям организаций, особенно жизнеобеспечивающих. В жизнеобеспечивающих организациях принимается ряд мер, направленных на тестирование смен, которые выходят на работу. Тем не менее, глава республики обращает ваше внимание на необходимость создания резервных бригад при возникновении коллективных заражений
с учетом скорости распространения вируса и его способности распространяться. Ольга Валерьевна, спасибо большое. Это был брифинг по эпидобстановке в Якутии. Ну а мы идем далее и переходим к выпуску новостей. Работа при высоких нагрузках. За 1,5 недели единый колл-центр Якутска принял более 125 тысяч звонков. Помощь матерям в 2022 году она должна оказываться не только за счет средств республиканского бюджета, а на всех уровнях. В Якутии начался новый проект театра.